Телекомпания «Абаза ТВ» продолжает цикл репортажей, посвященных столетию Абхазского государственного музея. В предыдущих передачах мы рассказали вам об истории главного исторического хранилища, а заведующая отделом естественной истории Таисия Ланя провела телеэкскурсию в одном из залов отдела. Сегодня старший научный сотрудник музея Жанна Гурджиева расскажет об уникальной флоре нашей страны, ее эндемиках и реликтах. Но мы сейчас находимся в зале, где представлены уникальные реликтовые формы растений. И прежде, конечно, хочется рассказать о каменной летописи флоры Абхазии, потому что этим стендом мы можем сегодня похвастаться, что в постсоветском пространстве самый богатый и уникальный стенд находится у нас. Начиная с 1951 года, по 1961 год Сухумским ботаническим садом было около 8 экспедиций. Руководил экспедицией профессор Альфред Алексеевич Колоковский. Это по плиоценовой флоре Колхиды. И здесь было собрано около 180 видов и определено растений. Было это собрано больше, около 10 тысяч материалов, но определено 180, из них 90 оказались совершенно новые виды. И оказалось то, что плиоценовая флора Абхазии явилась самой богатой плиоценовых флор Евразии. Здесь в основном представлены все виды растительности Абхазии, и они очень богаты и своеобразны. Но этот стенд говорит о том, что в прошлом на территории Абхазии были все условия влажного субтропического климата, поэтому здесь представлены различные предковые формы чая, бамбука, конфетного и рожковых деревьев. Из представителей деревьев различные виды дуба, ясени, платана и многих-многих других. Все эти формы остались в живых сегодня только потому, что когда вся Европа была покрыта снежным панцирем, Абхазия частично была покрыта ледником, и они как бы приспособились к этим условиям, потому что были межледниковые потепления, они либо ушли в южные районы, а впоследствии они восстановились, и сегодня мы имеем все те реликты, ровесники динозавра, которые мы можем видеть сегодня. Жанна Гурджиева показала уникальный отпечаток листа дерева, которое существовало еще в ледниковый период. И современный отпечаток листа этого же дерева, произрастающего сегодня на территории нашей страны. Такой же отпечаток, но уже хорошо известного и всеми любимого конфетного дерева, также представлен на уникальном стенде Госмузея. Ну и хочется отметить то, что не только этим богата Абхазия, есть еще очень много реликтовых растений, в частности, вот роща пицунской сосны, которая у нас протягивается узкой полосой от Пицунды до Анапы включительно. Сегодня это государственный заповедник, который был создан в 1926 году. Он оберегается. Тут пицунская сосна представлена и интересным реликтовыми подлеском реликтовым, где из эндемичных видов подлеска грабинник, сумаха, ладаник крымский и эндем подладаник красный. Здесь перед вами диаметр, срез пицунской сосны, возраст его где-то 150 лет и диаметр 103 сантиметра. Пицунская сосна является реликтом древней крымско-кавказской флоры. Хвоя его светло-зеленая, очень много эфирных масел в нем. Она не боится ни морских брызгов, ни ветра не боится. И до высоты в горы поднимается где-то до 300-400 метров. А растет вообще иногда без почвы на трещинах известковых скал. На следующем стенде – реликты и эндемики Абхазии. И тут природа нашей страны вновь удивляет своей уникальностью. Так, современная флора Абхазии насчитывает около 2000 видов. Из них 150 древесно-кустарниковые формы, остальные представлены травянистыми растениями. Ну, все эти реликты и эндемы, те, которые сохранились с ледникового периода, и те, которые находятся на территории Абхазии сегодня.
Их около 100 видов, и нигде на планете они больше не встречаются, поэтому их называют эндемами. Но есть такие растения, которые реликты и эндемы в одном виде. В частности, колокольчик удивительный, который открыл Николай Михайлович Альбов, русский ученый, ботаник, систематик. Впервые Абхазию он посетил в 1888 году и был поражен обилием и разнообразием флоры. Он решил заниматься Кавказом, и в течение 7 лет он исследовал Кавказ. Было собрано 1500 гербарного материала, из которых только 1000 он сам определил. Из всего этого он уделял огромное внимание известняковой флоре Абхазии, где было найдено около 20 видов совершенно новых для него видов, неизвестных науке. Николай Альбов изучал не только природу нашей страны, он также интересовался этнографией Абхазии. Возвращаясь к эндемическим растениям, Жанна Гурджиева отмечает, во время своих путешествий по Абхазии, выявляя новые виды растений, ученый открыл еще один прекрасный цветок. Он вдруг увидел лиловое пятно, которое произрастало с трещины скал. Когда он подошел поближе, и это растение оказалось у него в руках, он заметил то, что вот я процитирую. «Спустя минуту я держал в своих руках великолепную чудесную кампанулу, подобно которой я еще нигде не встречал. Она не напоминает ни один из существующих видов, и это заставляет меня думать, что она остаток флоры предшествующей геологической эпохи. Она была для меня самой ценной наградой за все то трудное путешествие, не говоря уже о весьма законном чувстве удовлетворения от сознания, что я посетил места, в котором ни разу не ступала нога европейца». Ацетоп, 1894 год. Ну и основные лесообразующие породы Абхазии тоже интересны тем, что вообще все идет по вертикальной зональности. Внизу встречаются одни виды, выше встречаются другие виды. Ну, Абхазия богата лесами, тут и бук, и каштан, и грабы, и выше елово-пихтовые леса, елово-сосновые леса. Дальше уже альпийская растительность и альпийское криволесье. Плющ колхидский, зимовник кавказский, самшит, иглица шиповая и многие другие виды – это реликты и эндемы Абхазии. Мне хочется отметить то, что Николай Михайлович Альбов был, конечно, первый человек, посетивший Кавказ, но его последователи тоже открывали очень много видов растений. Это такие, как Воронов Николай, Пантюхин. И мне хочется рассказать об Альфреде Алексеевиче Колоковском. Его еще называли королем альпийской флоры. Человек, который очень много сделал для флоры Абхазии, работал в Сухумском ботаническом саду, и им написано около 200 научных трудов, из них только 20 личных монографий. И в возрасте 91 год он закончил самый его труд последний, это «Средиземногорная область. Арена эволюции умеренных флор северного полушария». Это была последняя его монография. Но также им был издан 4-томник флоры Абхазии, плиоценовая флора Кадора, да и много других, что перечислить, конечно, это очень долго. Уже завершая экскурсию по залу, Жанна Гурджиева рассказала еще об одном редчайшем виде, произрастающем в Абхазии. Чистоуст величественный, Осмунда регалис. Очень редкий, третично-реликтовый вид и нуждается в охране. Вот. Он встречается в основном в болотистых местах, скурчи, также бибисыр. Вот, произрастает там, и, соответственно, животный мир, который подстраивается под эту растительность. Охраняется он тоже третичного вида. Это была экскурсия во втором зале отдела природы, посвященном флоре нашей уникальной страны. В следующей передаче вы узнаете, какие животные обитали на территории Абхазии сотни лет тому назад и какие представители фауны живут сегодня.
Анастасия Никонова, Сасрыкуа Гухава, Абаза ТВ.